Бизнес-модель — это очень сложная вещь. Обычно это 8-9 компонентов, которые показывают, будет ли данный бизнес расти, развиваться или нет. Прежде всего, бизнес-модель должна быть реализована на бумаге. Когда она существует на бумаге, то ее надо показать клиенту, чтобы убедиться, что он понимает ее точно так же, как и вы. Первый эксперимент, который стоит провести, это проверить, действительно ли предполагаемые клиенты бизнес-модели правильные клиенты. Зачастую после такого эксперимента создатели стартапа понимают, что их клиенты вовсе не те, кого они описали в бизнес-модели, то есть у них совершенно другой сегмент клиентов. Второй эксперимент, который надо обязательно проделать, это узнать, является ли продукт или услуга тем, чего ждут клиенты для решения своих проблем. Часто получается, что фирмы придумывают проблемы, которых у клиентов вообще нет, а потом для их решения создают продукт или услуги, которые в действительности никому не нужны. Поэтому надо обязательно проверить, нужно ли то решение, которое несет в себе продукт или услуга, и существуют ли проблемы на самом деле. Такие пробы, эксперимент над бизнес-моделью нужны для того, чтобы избежать расходов, связанных с разработкой товаров и услуг, которые клиенты не оценят. Чем больше мы пробуем, чем больше мы изучаем, за что готов платить клиент, тем лучший продукт мы сможем создать. Естественно, это экономит наше время. Представьте себе, мы создаем какой-то товар в течение года, затем идем к клиенту, а он говорит, что ему такой продукт или услуга не нужна. И правильнее с самого начала вместе с клиентом прямо на схемах, рисунках проверить, заинтересован ли он в нашем продукте. Так мы сэкономим и время, и нервы. Бизнес-модель — довольно сложное явление. Обычно создатели стартапов едва ли представляют, какая бизнес-модель может помочь запустить их предприятие и будет приносить деньги. Поэтому зачастую пробуют, меняют 3-4 разные модели, прежде чем найдут подходящую. Ответ на вопрос, какая же модель лучше, виден из банковского счета. Та модель, которая приносит больше прибыли, чем расходы фирмы, и есть та самая-самая лучшая. Естественно, надо смотреть и перспективу во времени. Бывают такие предприятия, что для запуска их бизнес-модели нужно несколько лет. В таком случае только через несколько лет можно сказать, приносит ли данная модель прибыль, и имеет ли право на дальнейшую жизнь. Поиск вдохновения сложен, потому что этот процесс связан с людьми, с предпринимателями. Некоторые ищут вдохновение в семье, другие в книгах, кто-то в клиентах. Это зависит от предпринимателей и сферы их бизнеса. Но, естественно, любое вдохновение должно опираться на нужды клиентов и на уникальности будущего продукта или услуги, чтобы сразу же не стать конкурентами того, что и так существует на рынке. В поисках вдохновения надо смотреть в будущее и искать свободные ниши рынка, где еще вообще нет продуктов или услуг, или же те, где проблемы клиентов не решены имеющимися продуктами или услугами.